Всем привет! Ну что, сегодня 7 ноября у нас, город Якутск. Время сейчас посмотрю. 16:40 время. 16:40. Погодка, в общем-то, хорошая. Сейчас 18 градусов минус. Снежок такой небольшой идет. Поэтому так вот полегче дышится. Немножечко с вами погуляем. Смотрим на вечерний пятничный Якутск или пятницу. 7 ноября. Вот. Погуляем, посмотрим, как, что сейчас у нас снег выпал, поэтому стало вот так снежно, но снега немного. Снега немного, сразу скажу. Поэтому это вот нападал снег за последние дни, как бы, да? За последние дни. Вот сегодня падал, ночью падал, сейчас падает чуть-чуть, сыпет. В общем, осень такая была не сильно дождливая, снежная. Ну, вот такая вот. Тут до последнего все лежал тонкий слой снега. Ну и вот сейчас вот потихоньку начинает снежок падать. Ну, гололед, соответственно. Вот. Тут можем наблюдать. Поэтому надо поосторожнее ходить, смотреть под ноги, а лучше эти надеть, знаете, что? Есть такие специальные шипы на подошву. Я прошлые зимы их даже как-то демонстрировал. Очень удобно ходить. Подошва не скользит. Безопасно. Так что покупайте, заказывайте. В Альбере Сазон без проблем. Ну вот. Что-то машин стало поменьше вроде бы как ездить. Немножечко похолодало и машин поменьше стало. Ходим через дорогу. Немножечко метет. Как бы ветерок небольшой есть. В целом довольно комфортно ходить. Такого какого-то сильного ветра нет, поэтому гуляем с вами. Кто не знает, это у нас центр города Якутска, улица Кирова. Вот это вот здание, есть силуэт. Как бы, ну там от ателье-то только на первом этаже осталось что-то. Так в целом это как такой большой торговый центр. Продают там одежду в основном. А это здание музыкальное училище. Вот оно. Напротив, вот это вот что-то окна там совсем не светятся. Это здание. Ну там раньше дворец пионеров был, кто-то может помнить. Так, давайте переходим. Давайте. Раньше тут был дворец пионеров. А сейчас тут театр юного зрителя. Ну, что-то такое ощущение, что вообще там пусто. Ни одно окно не светится. Я помню, сюда в театр ходил. Тут зал большой у них. Есть на какую-то новогоднюю елку. И там даже какие-то кружки были. Да. Ну, сейчас в другое место перенесли дворец. Уже не пионеров, дворец детства. Туда чуть поближе к центру уже самому. Какой-то баннер. Ну, сейчас вот выйдем с улицы Кирова на улицу Лермонтова. Там интенсивное движение такое. Как бы, да, и посмотрим. Машины стоят. Вот здание, насколько я знаю, сейчас покажу вам поближе.
Тут Сбербанк. Сбербанк вообще в Якутске очень хорошие помещения имеет, большие, там современные, там кофе можно попить, короче. Даже что-то посылку можно было, у них даже там какая-то пересылка у них там была, даже посылку можно было отправить. Вот. Причем вот тут здание, да, Сбербанка. Велосипед свой забыл. Вот туда. Сбер у нас, Сбер, да? И потом там чуть дальше тоже помещение. И помещение тоже Сбербанк находится. Смотрите, у них шлагбаум. Все так перекрыто. Что-то тут за непонятки. Хомус, музей Хомуса вот здесь вот, в этом здании рядом Кирова. Поэтому кому интересно варганное вот это творчество, вот сюда вот, там разные хомусы. Я там не был, но видел оттуда фоторепортаж, как бы, да. Немножко имею представление. Да, теперь уже, смотрите, тут скользковато ходить, плечика немножечко скользит. Вот здесь вот видите, да, вот это здание высокое такое, на перекрестке как раз, тут же Сбер. А здесь стадион Туймада, какие-то баннеры рекламные тут у них большие. И туда дальше, если проходить, там будет парк культуры и отдыха городской. И там видно точки питания работают. Так, переходим сюда. Так вот идем. Тихоньку идем. Что тут накатано. Сейчас возможны падения. Осторожно, смотрите, под ноги обязательно. Так, вот он на улице Лермонтова. Стадион Туймада. Вот в той стороне торговый центр Айсберг. И рядом с ним находится крестьянский рынок сельскохозяйственный Сайсары. Да, вот там вот вход в парк. Это мы по-новому сделали. Соответственно, там, видать, он работает, потому что киоски вот здесь вот с едой они светятся, работают. Ну, а мы сейчас с вами, благо погода еще всего минус 20 в Якутске. Это для Якутска, конечно, не температура, это тепло. Можно отходить свободно, я даже без перчаток. Ну, все равно руки прячу, конечно. Ну, вот такая у нас теплая пока идет зима-осень, да, как бы с декабря, ну, сегодня 7 декабря, еще до официальной зимы у нас сколько у нас? 23 дня, да? О, Господи, 23 дня. Так что еще должно похолодать. Похолодать будет минус 35, говорят, на следующей неделе. Ну, сколько прогноз верный, я вам не скажу. Но то, что к декабрю уже температура опустится под минус 40, это точно. Даже может быть и ниже. Ну, а мы с вами приближаемся к рынку крестьянскому. Сейчас туда пойдем потихоньку. Тут машины вообще одна за одной сигают. Ну, люди в пятницу обычно заезжают на рынок, покупают продукты питания. Сейчас так бегло пройдем, что тут у нас на рынке творится. В нашем самом холодном в мире рынке. Сколько репортажей уже наснято.
Ну да, вот уже рыбу продают. Разную. Вон карась есть, пожалуйста. По 300 рублей мелкий, 350 чуть побольше. Вот продавцы так стоят. Ну это тут в этой лавке тут мясо продают на улице, а здесь рыбу. Вот. Всякие ягоды, пожалуйста, в замороженном виде. Ну, естественный холодильник. Естественный холодильник вот такой. Вот сколько тут всего. Так что приходите, кому рыбка нужна, приходите. Ну, а там вот здание уже непосредственно рынок. Я туда не буду заходить. Крытый. Тут смотрите еще что. Вещи продают. Вещи. Интересно, вот так вот. Там вон. И причем тут по продаже самый такой лютый мороз, минус 50, они стоят, поторгуют. Хотя тут есть, в общем-то, вот здесь вот хозмаркеты, там еще где вещи продают, но все равно они, ярмарка еще написано, стоят на улице и торгуют вещами. Так, ну вот, в общем-то, то, что я хотел вам снять немножечко, да, как бы, то я давно не снимал. В общем, вам будет интересно, наверное, посмотреть, тем более, кто в Якутске не живет, им еще будет интереснее глянуть на все это. Так что у нас еще пока не морозы, у нас пока тепло, 20 градусов всего лишь минус. Так, ладненько, пошли отсюда. Тут овощи продают, фрукты. Кстати, на этом же рынке можно, ну, и фрукты, и все подряд. Молочка там продается. Ну, тут, видите, да, прилавки какие-то. Сейчас они здесь пустуют. Ну, а летом тут все занято. Зимой, конечно, народу поменьше, покупателей. Но вот зимний вариант, как бы, рынка, вот он уже работает. То есть все продукты, у них рыба, мясо, все выложено, ягоды. И не надо никаких холодильников. Экономия. Да, кстати, на канале еще выйдет много видео, в принципе, из других городов. Так что смотрите, кому интересно, что я там видел, как бы все так снимаю без всяких проблем. Там разные города, кому интересно, короче, смотрите. Вот это поток машин какой сейчас. Сейчас можно идти уже потихонечку. Тут скользко. Да, уже, конечно, рука стынет короткими такими. Поснимаю и все. Ладно. Сейчас я хочу на остановке уехать туда дальше. Тут открыли новые киоски шаурма, пожалуйста. Здесь вот пиво, аптека, все, что нужно людям. Стеклянные остановки, кстати, по-моему, не было. Сделали ее. Ага, и этот работает. Сейчас я увеличу. Смотрите, показывает, сколько минут. Вот, до какого автобуса. Остановка Крестьянский рынок. Так, 41-й 13 минут ждать. Сейчас мы посмотрим, стоит ли мне стоять. Так, 35-й 1 минута, 19-й 1 минута. О, как раз. Ну я постою тогда. Здесь подожду автобуса. Кстати, очень удобно вот такие вот как дисплеи, да, сколько времени там. Вот, мне, наверное, лучше, на 7-ке поехать, чем на 19-м.
Движуха, конечно, тут на этой улице очень такая интенсивная в любое время.